Уважаемые коллеги, я тоже очень рада, что сегодня удалось собраться все вместе, потому что очень важно поговорить о том, в каком направлении движется страна и что мы можем сделать для того, чтобы те идеи, которые заложены в основные стратегические документы на страновом уровне, на уровне системы образования, они были реализованы в жизнь. Поэтому я постараюсь рассказать о том, что делается в Министерстве образования с акцентом, конечно, на школьное образование, потому что это то, что волнует нас больше всего. Я не случайно принесла также вот эту книжечку, которую я всем раздала, где тенденции развития системы образования Кыргызской Республики. Вы видите, что здесь анализ сделан за последние 3 года, и здесь показано направление движения по всем областям реформы, как по изменению содержания образования, так и по изменению управления в области образования, финансирования образования и подготовки и переподготовки специалистов. То есть, как бы это основные векторы, по которым идет реформа. Но, как я сказала, я попытаюсь сосредоточиться на школьном образовании и именно на реформе содержания образования. То есть, какие вещи задаются у нас для страны и для нашей отрасли. И, естественно, для каждого ребенка, потому что система образования все-таки работает, и мы все с вами работаем на детей. Начну я, естественно, со стратегических документов. И назову, в общем-то, 3 документа, потому что это Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы, как вы знаете, утвержденная указом президента, где очень четко сказано, что устойчивое развитие не может быть без высокого уровня образования. А это уже прямой посыл, так сказать, к нам. И мы с вами увидим, как эти вопросы прописаны в Национальной стратегии устойчивого развития. Я не стала просто выносить сюда еще один документ, программу правительства по реализации Национальной стратегии устойчивого развития. Эта программа, в отличие от самой Национальной стратегии, сопровождается планом на каждый год. И там есть конкретные вещи, о которых я буду уже потом говорить, потому что они, естественно, очень тесно связаны с документами уже нашими отраслевыми, которые вы видите во второй колонке. Это концепция и стратегия развития образования до 2020 года. Мы сейчас реализуем первый план действий, и заканчивается уже реализация плана действий на 2012-2014 год. Могу сказать, что довольно успешно. Около 80% у нас уже выполнено. Остальные продолжающиеся мероприятия, их большая часть, по крайней мере, я надеюсь, мы сумеем выполнить до конца декабря этого года. Но что самое важное, концептуальные, какие вещи концептуальные заложены в этих документах? Вы видите, что в принципе их всего 4. Это изменение методологии формирования содержания образования на всех уровнях и выстраивание его увязки с основными направлениями развития страны на перспективу. Это вот как раз наш с вами контекст, в котором мы будем работать. Реформирование управления и финансирования образования. Мы с вами прекрасно понимаем, что если не менять параметры управления, то очень сложно будет говорить о быстром, во всяком случае, продвижении вперед. Повышение кадрового потенциала и то, что впервые у нас ставится в таком глобальном масштабе, выстраивание системы мониторинга и оценки в образовании. Я буду постоянно обращаться к этой идее мониторинга и оценки, потому что если мы говорим об образовании, ориентированном на результат, то мониторинг и оценка успешности или достижения учащихся, как говорят, играет одну из самых важных ролей. Ну и для того, чтобы задать общие политические контексты, скажу, что уже с 2009 года ведется, например, мониторинг и оценка эффективности деятельности каждого государственного органа, и каждый квартал это обсуждается на совещании на уровне премьер-министра Кыргызской Республики. Ведется аудит или мониторинг эффективности деятельности каждого государственного служащего, начиная с этого года. И Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложил, вероятно, на следующий год новый формат отчета правительства перед Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, где все индикаторы деятельности правительства ориентированы на результат. Нынешний отчет больше ориентирован на процесс. То есть те процессы, которые происходят в системе образования, они не только наши внутренние, они вписаны в более широкий контекст реформирования всех систем
управления, в частности, которые проходят сейчас у нас в Кыргызской республике. И система образования, естественно, не может из этих контекстов выпадать. Что же у нас здесь тогда получается? Ну, первое, наверное, что надо отметить, еще один момент, на который, я думаю, надо обратить внимание. Когда мы говорим о методологии содержания образования, я хочу отметить, что здесь еще есть слова на всех уровнях, и акцентировать внимание на них. Потому что невозможно оторвать школу от дошколы, и в свою очередь невозможно оторвать школу от верхних, так сказать, этажей, да, от получения детьми профессионального образования. Поэтому пытаться реформировать какой-то фрагмент одной системы, в общем-то, явно не очень успешно. И поэтому министерство старается начинать с детских садиков, и я первый слайд поставила именно этот, потому что вопросы раннего развития детей являются одними из ключевых в современном мире. И не случайно в 2000 году один из исследователей американских, Экман, он экономист, кстати, получил Нобелевскую премию за то, что сумел доказать с использованием объективных, так сказать, инструментов экономики, что наиболее окупаемые вложения, скажем так, именно в детей самого раннего возраста. И вы видите, как меняется кривая. Есть исследования, на протяжении долгих лет они ведутся в мире, которые показывают, что дети, посещающие детские сады или дошкольные какие-то программы, намного успешнее во взрослой жизни своих сверстников, которые этого не получают. Поэтому у нас сейчас есть 240-часовая программа подготовки к школе. И почему я поставила этот слайд, очень важный момент. Со следующего года Кыргызстан переходит на 480-часовую программу, пока постепенно, поэтапно. То есть это годичная программа подготовки к школе. И впервые разработчики программ и стандартов, о которых я еще несколько слов потом скажу, дошкольного образования, четко увязывали их со стандартами начальной школы для того, чтобы обеспечить преемственность двух ступеней. 240-часовая, она такая скорее социализирующая программа. 480-часовая нацелена на то, чтобы сочетать в себе и обучающие элементы, и социализирующие элементы. То есть она уже позволит, как мы надеемся, это делать. Ну и теперь уже непосредственно к нашей теме, то есть к школьному образованию. Вы видите, что раздел 4.1 – это раздел национальной стратегии устойчивого развития, НСУР. И здесь очень четко сказано, что необходимо сделать упор на пересмотре содержания школьного образования, внедрение предметных стандартов нового поколения, обеспечение учебниками, а также создание условий для развития информационных технологий, особенно в отдаленных школах. Необходимо создать безопасную, толерантную, поликультурную образовательную среду, обеспечить инклюзивность образовательной системы и так далее. Этот документ писался не Министерством образования, сразу скажу. Это были группы экспертов, в которые входили эксперты независимые, Академия управления при президенте Кыргызской республики, каких-то еще структур. Вот. То есть это анализ, который был сделан не изнутри системы, а извне, когда смотрели на то, что там есть. Почему возникла необходимость вот этих изменений? В национальной стратегии в главе 4 сказано, что сегодняшняя ситуация характеризуется постоянным отставанием системы образования страны не только от мировых потребностей, но и от потребностей самого кыргызстанского общества. Поэтому ответ на этот вызов только в реформе системы образования. И вы видите еще раз те направления, в которых идет реформа системы образования. Если мы посмотрим на то, для чего сейчас нужна система образования, то мы увидим, что это подготовка детей к вхождению в социальную, экономическую и культурную жизнь общества, формирование навыков, обеспечивающих переход от сферы обучения к сфере труда, и создание платформы компетентностей для производства инноваций для развития общества. Если наша школа и вообще система образования в целом будет выполнять эти задачи, мы можем говорить о том, что страна будет развиваться устойчиво. То есть это та перспектива, которую нам рисует как бы национальная стратегия. Она сейчас разработана до 2017 года, но понятно, что построить за 4 года общество, устойчивое общество очень сложно. Это обычно занимает десятилетия. Поэтому дальше, вероятно, будет идти речь о дальнейшем развитии системы. Какие внешние, так сказать, вызовы подталкивают систему образования к изменениям?
Ну, во-первых, очень важное изменение, которые произошли в 80-е и 90-е годы, это то, что система образования повернулась лицом к ребенку. Не к классу как таковому, не к возрасту детей, а именно к каждому конкретному ребенку. То есть понятие инклюзии расширилось от понятия обучения детей с особыми нуждами к понятию, которое охватывает обучение каждого ребенка в соответствии с его потребностями и нуждами. Понятно, что это идеальная картинка, но каждая страна в меру своих сил и возможностей стремится к этому приблизиться. Потому что в нашем мире, вы видите, как идет изменение информации, невозможно уже продолжать жить в прежней парадигме, давайте скажем так. Потому что если, скажем, еще в 60-е годы 20 века два поколения школьников фактически успевали прожить в одной информационной среде, то сейчас за 11 лет обучения ребенка трижды удваивается информация. То есть в 9 раз она растет. И понятно, что, как написали французы, бессмысленно гнаться за этой информацией и пытаться уложить ее в том виде, в каком она существует, в стандарты и программы. Необходимо выделение определенных линий, направлений, фундаментального ядра знаний, которые должны осваивать дети, и далее они должны уже уметь учиться самим и, следовательно, набирать те знания, которые им нужны. Поэтому речь идет в каждой стране о качестве образования, а ключевое понимание качества – это образовательный стандарт, потому что по отношению к нему меряются все достижения учащихся. И хотя качеством напрямую нельзя управлять, как вы знаете, это не управленческая категория, тем не менее, управляя элементами, которые составляют понятие качества, мы можем влиять и на само качество системы образования. Ну вот то, о чем я говорила, и я решила еще раз это подчеркнуть. Вы видите, что на протяжении последних 3-4 лет делаются стандарты нового поколения по всем уровням, вот они здесь. Часть из них приняты, в том числе и стандарт школьного образования, это постановление правительства номер 403, нам его сейчас раздадут, от 21 июля 2014 года. Разработаны стандарты для среднего профессионального образования, для высшего профессионального образования. Бакалавриат уже полностью, в общем-то, магистратура, дорабатываются стандарты. И ключевое понятие, которое объединяет все стандарты этого поколения, это компетентность. То есть у нас сейчас создается, в общем-то, достаточно уникальная ситуация, когда реформа одновременно всех уровней образования позволяет выстроить систему на единой методологии компетентностного подхода. От дошкольного образования до образования взрослых. Я не буду много останавливаться на компетентности, на том, что это. Просто напомню, что это готовность субъекта эффективно соорганизовывать свои внутренние и внешние. Так, извините, пожалуйста, это что-то компьютер, потому что там еще были внешние ресурсы, но вот куда-то пропало у нас кусочек. Но это информация, это другие люди как ресурсы и социальные институты и структуры, с которыми должен работать любой человек, который живет в обществе. Ну вот, это история создания стандарта нового поколения, то есть рамочного национального куррикулума, или как он все-таки пошел в правительство, государственный образовательный стандарт среднего общего образования Кыргызской республики. Вводиться он будет постепенно. И я специально, когда искала фотографии, взяла вот эту, потому что первоклассники и выпускники. Но стандарт будет расти вместе с первоклассниками, образно говоря. То есть не значит, что завтра мы начинаем все работать по этому стандарту. Нет. В настоящее время 1 и 2 классы реально перешли на новые предметные стандарты, созданные на основе рамочного или государственного стандарта. Готовятся фактически к переходу 3 и 4 класс. И почему еще очень важна наша с вами встреча? Мы должны выстроить линейку, систему преемственности начальной школы и основной школы для того, чтобы дети, переходя из класса в класс, как я сказала, подрастая вместе со стандартами, не теряли, а приобретали возможность
усиления собственных компетентностей, выработанных уже на предыдущих этапах обучения. Какие принципы заложены в государственный стандарт общего школьного и среднего школьного образования? Ну, во-первых, то, что образование – это синтез мировых достижений, которые преломлены через потребности Кыргызской республики. Стандарт этот разрабатывался педагогами Кыргызстана, только Кыргызстана. И, естественно, он нацелен на то, чтобы работала лучше наша система образования. Такая, какая она сложилась, и какие, собственно, стандарты говорят о том, какие шаги нужно сделать для того, чтобы наша система образования работала более эффективно. Он ни в коем случае не призывает ломать и строить на пустом месте. Он обладает очень серьезной преемственностью, и это записано, вы увидите потом в преамбуле, со стандартом 2004 года, который будет продолжать действовать для классов, не перешедших на новый государственный стандарт еще. То есть переход будет постепенный до 2021 года. Это длительный, но очень важный процесс. Поэтому вот те ценности, которые я вынесла на этот слайд, и в первую очередь уважение к своей отчизне Кыргызстану, бережное отношение к культурному и природному богатству, понимание демократических ценностей, принятие на себя ответственности как гражданина демократического государства Кыргызстана, о чем говорится в наших документах страновых, в том числе в национальной стратегии устойчивого развития, где стоит задача, как одна из ключевых, создания гражданской нации кыргызстанцев, как вы знаете. Это вот то, на что нацелен рамочный документ государственный образовательный стандарт. Что у нас меняется серьезно? Это то, что, как я уже говорила, мы начинаем переходить на ребенка каждого. И если стандарт в соответствии с законом образования, там сейчас идут предложения об изменении, стандартизирует содержание образования, то в госстандарте написано, что он стандартизирует результаты образования, выраженные в компетентностях учащихся. Разница, как вы видите, принципиальная. Потому что содержание, оно как бы позволяет, да, ну, вечный вопрос, что такое ученик, сосуд, который надо наполнить, или факел, который надо зажечь. Вот процесс – это в первую очередь, наверное, все-таки сосуд. Да? Факел, если получится, хорошо. Если не получится, ну, в общем, главное, что процесс прошел, выпускник получил аттестат об образовании, получил шанс что-то сделать в своей жизни и так далее и тому подобное. Если мы говорим о результате образования, то этот результат заранее планируется. Цели образования ставятся как достижимые результаты и описываются как достижимые результаты. И очень важно, что основное внимание уделяется условиям достижения конкретных результатов обучения и умению учиться каждого учащегося и студента. И, соответственно, здесь речь идет как раз, еще раз хочу сказать, о том, что меняется система оценивания, которая и позволяет действовать. Почему еще, кроме вот всех тех глобальных вызовов, так сказать, о которых я говорила, необходимо менять стандарты, и почему министерство вплотную занимается этим процессом? Если мы идем от ребенка, то нам и надо понимать, какой ребенок приходит сейчас в школу, в систему образования вообще, ну, не знаю, там детский садик, но школа, вуз, ПУЗ и так далее. Эти дети очень отличаются от тех, которые были еще несколько лет тому назад. Ну, есть у меня слайд, я к нему потом вернусь, их часто называют дети цифровой эры. Хорошо. Вот. И здесь, если вы посмотрите на вот этот опрос учащихся, что больше всего не нравится в школе, обратите внимание, нехватка книг и нет компьютеров. Вот это главное, что с точки зрения детей мешает им как бы учиться. Смотрите, что у нас получается. В Кыргызстане на 5 с небольшим миллионов населения более 10 миллионов пользователей сотовых телефонов. Некоторые говорят 12 миллионов. То есть практически каждый ребенок имеет сейчас возможность выйти в интернет и так далее и тому подобное, получить информацию непосредственно на уроке или на перемене и использовать ее в процессе обучения. Мы очень сильно продвинулись, вы видите, за 3 года почти на 20 мест в мире по использованию интернета. 94 место в мире было, сейчас 75. То есть мы сразу за Казахстаном идем в Центральной Азии. Начали разрабатываться открытые информационные ресурсы. На ВУЗе уже более 12 тысяч человек учатся на дистанционных формах обучения.
Все это заставляет говорить о необходимости изменения образовательной среды и наполнения ее цифровыми интерактивными технологиями. Я не буду много останавливаться на инновационных школах, я думаю, вы слышали об том, что начала работать эта программа, будем говорить так, правительственная программа. 19 августа этого года 100 инновационных школ получили свои сертификаты, и сейчас они начинают нарабатывать тот контент, образовательный вообще в широком смысле этого слова, который потом, как министерство надеется, будет трансформироваться и транслироваться в массовую школу системы образования. Могу сказать, что в план действий 15-17 года, на 16-17 год заложено появление также еще школ, то есть 2 года, 14-15, эти школы отрабатывают модель, и затем постепенно мы будем пытаться дополнить, так сказать, эти школы уже и так далее. Развитие системы образования, системы оценивания в образовании, о чем я говорила. Я не случайно вынесла здесь этот момент сотрудничества в Центральной Азии по развитию системы оценивания, потому что работает страновая группа, которая хочет попытаться синхронизировать подходы, не саму оценку, обратите внимание, подходы к оцениванию, поскольку все страны Центральной Азии и России, мы услышим об этом, работают теперь в компетентностной парадигме образования, где оценивание играет одну из важнейших ролей. И общность подходов должны помочь продвижению каждой страны и всей системы Центральной Азии в направлении развития системы образования. Для этого повышение потенциала работников системы образования и управления человеческими ресурсами. Это то, что сейчас для нас важнее всего, потому что, как известно, система образования не может быть лучше, чем работающие в ней учителя. И поэтому разработка стандартов нового поколения обязана просто сопровождаться изменением системы повышения квалификации, что сейчас и, в общем-то, пытаемся тоже сделать в этом направлении. Идет достаточно серьезная работа, потому что каждый педагог, будущий педагог, выходя из стен вуза, уже должен уметь работать так, как требует школа. И я думаю, здесь будет говориться о новых стандартах педагогического образования, бакалавриата и магистратуры, где, в общем-то, впервые, когда они разрабатывались, собирались совместно педагоги-разработчики стандартов школы и вуза, и педагоги и администраторы школы выступали заказчиками к вузовской системе образования, говоря о том, какой реальный педагог необходим сегодня школе. В свою очередь вузы говорили школам, какой выпускник их устроил бы больше всего. Я, пожалуй, поскольку времени мало, не буду останавливаться на, в общем-то, очень таких больших местах, скажу только, наверное, о сложности, которые стоят перед всеми абсолютно и вообще перед всеми странами, в том числе перед Кыргызстаном. Очень сложно и для разработчиков, я думаю, стандартов, и для Министерства образования тоже, потому что этим процессом надо как-то управлять. Да, осознать, что стандарт – это не перечень содержания, а документ, который определяет результаты. То, что должна работать связка стандарт-программа, еще лучше программы, потому что их может быть несколько, а вот стандарт должен быть единый для всего Кыргызстана. Что определение перечня компетентностей для каждого предмета и их соотношение с ключевыми – это одна из глобальных проблем в области образования во всем мире, и в Кыргызстане в том числе. Разработка концепции, именно концепции, я хочу подчеркнуть, учебно-методических комплексов, а затем уже и самих учебно-методических комплексов и написание учебников нового поколения. Подготовка будущих учителей и повышение квалификации действующих учителей и выработка системы оценивания результатов обучения на уровне ученика, класса школы и системы образования. То есть по всем этим направлениям работа ведется. Но очень важно, чтобы мы все с вами работали совместно, потому что министерство готово поддержать эту работу политически, административно, поскольку считают очень важным проведение реформы для того, чтобы система образования Кыргызской Республики была конкурентоспособна в мире, и чтобы, повторюсь, то, о чем говорила в начале, наша страна могла перейти к парадигме устойчивого развития, которое невозможно без подготовки кадров для этого, а подготовка кадров невозможна без системы образования. Поэтому, в принципе, наша с вами сфера ключевая для развития сейчас любого государства. Спасибо.